Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире Якутия Лайф «Эксперты о главном». В этой программе мы вместе с экспертами и лидерами мнений обсуждаем актуальные вопросы, которые волнуют жителей республики. С вами Ирина Ефимова. Облачные хранилища, личные аккаунты, переписки в соцсетях – все это давно стало обыденностью. Миллионы людей по всему миру совершают онлайн-покупки, общаются в сети, хранят важную информацию на разных ресурсах. Эпоха цифровых технологий изменила жизнь каждого. При этом все больше людей доверяют интернет-паутине самое сокровенное, даже не задумываясь при этом о безопасности данных. В это время злоумышленники не дремлют. Интернет-мошенники, кража данных, провокация, шантаж – все это не понаслышке знакомо неосторожным пользователям. Вопрос информационной безопасности стал настолько актуальным, что проник и в политику. Кибератаки хакеров происходят все чаще, утечки информации вызывают конфликты на международном уровне. Кибератаки — это серьезнейшая угроза, и мы не должны об этом забывать. Америка не оставит недавние кибератаки зарубежных хакеров безнаказанными. Мы найдем виновных и примем необходимые ответные меры. Так стоит ли самозабвенно доверять интернету сокровенное? Как обезопасить себя в сети? И стоит ли вообще заботиться о безопасности своих данных? Тема нашей сегодняшней программы – информационная безопасность. Головная боль программиста или задача для каждого? Ключевая цель большинства кибератак – завладеть доступом к конфиденциальной информации, изменить или уничтожить ее в дальнейшем, или же использовать для шантажа беззащитной жертвы. Недавно мир сотрясла новость. Из-за обнаруженной хакерами уязвимости программного обеспечения Microsoft более 60 тысяч компаний подверглись взлому. Пока неизвестно, какие политические и экономические последствия будет иметь эта кибератака. Однако произошедшее в очередной раз указывает на иллюзию полной безопасности всемирной паутины. Чтобы узнать подробнее, как защищаются от кибератак и утечек российские компании, мы связались с руководителем Российского исследовательского центра лаборатории Касперского Марией Наместниковой, а также с руководителем группы развития бизнес-центра продуктов «Солар-Дозор» компании «Ростелеком Солар» Алексеем Кубаревым. Добрый день. Первый вопрос к лаборатории Касперского. Добрый день. Мария, скажите, как удаленная работа и пандемия повлияли на безопасность бизнеса? Естественно, произошли серьезные изменения за последний год, и эти изменения связаны с тем, что в марте фактически прошлого года многие предприятия неожиданно для себя оказались на удаленной работе, и не все далеко были к этому подготовлены. Но год прошел, и, естественно, процессы уже перестроились под ту новую систему координат, в которой мы все сейчас находимся, и многие бизнесы стали более гибкими с точки зрения удаленной работы и ушли в облачную инфраструктуру, стараясь поддерживать со своими сотрудниками связь онлайн. И в результате этого, естественно, с точки зрения безопасности произошли тоже большие изменения, поскольку даже с точки зрения общения онлайн оно оказалось, особенно в первое время, значительно более подверженным рискам, чем оффлайновые встречи. Если помните, в самом начале пандемии, когда все неожиданно начали пользоваться программой, например, Zoom, возникло огромное количество проблем, и люди могли попадать в чужие комнаты на совещания руководителей отдельных организаций. И с одной стороны, это создало действительно большие риски, а с другой стороны, эти приложения начали получать большое количество отзывов, большое количество сообщений о каких-то неисправностях, каких-то недочетах. И с этой точки зрения безопасность стала даже усиливаться, поскольку люди начали больше пользоваться сервисами, позволяющими удаленно работать, сервисами, позволяющими удаленно общаться. И у этих сервисов появилась возможность узнавать о большем количестве недочетов в безопасности и исправлять их. И в частности, Zoom как раз хорошо справился с этой задачей, и очень много уязвимостей, о которых было сообщено в самом начале пандемии, было достаточно быстро исправлено. И приложением стало пользоваться достаточно безопасно для, в том числе, корпоративного общения. С точки зрения облачной инфраструктуры тоже все не так просто. Дело в том, что даже те компании, которые занимались
защитой своей инфраструктуры, думали об IT-безопасности своих систем, умели по большому счету защищать только компьютеры своих пользователей, сервера, находящиеся в их компании. С облачными инфраструктурами очень многие столкнулись впервые и не всегда хорошо понимали, как с ними работать. И до сих пор на самом деле не все понимают. В связи с этим возникли такие противоречивые тоже тенденции в безопасности, когда, с одной стороны, действительно возникло большое количество рисков, и пришлось заниматься обучением большого количества персонала, давать много информации и перестраивать отделы, занимающиеся безопасностью, под облачные инфраструктуры. С другой стороны, нужно понимать, что все эти труды, которые были таки вложены, не прошли даром, и люди стали лучше понимать и безопасность информационную в целом, и как работать достаточно безопасно с облаками. И люди, занимающиеся безопасностью, тоже окунулись не только вот в эту вот оффлайновую интернет-безопасность, но и в безопасность облачных инфраструктур. То есть процессы, которые запустила пандемия, они противоречивы внутри себя и, естественно, повлияли на огромное количество сфер нашей жизни, в том числе интернет-безопасность. Спасибо. А насколько безопасно частным компаниям хранить данные в сети? Может быть, какие-то особо ценные бумаги нужно держать в печатном формате в сейфе? На самом деле ответ на этот вопрос зависит, конечно, от компании, сферы деятельности и того, какие именно документы хранятся в вашей компании. Нужно понимать, что ни одна система безопасности не дает стопроцентной защиты. И всегда есть как минимум слабое звено в лице человека, который может по своему незнанию, по неопытности скомпрометировать данные компании, которые хранятся в интернете. Точно так же, возможно, человек будет инсайдером, да, злоумышленником, который сделает это не по незнанию, неопытности, а, собственно, по причине того, что он захочет их скомпрометировать. Поэтому если кража, пропажа, компрометация, доступ других лиц к определенным документам несет большие риски для компаний, то в некоторых случаях бумага и сейф могут оказаться более надежными способами сохранения этих данных. Но на самом деле, если вы правильно обращаетесь с информацией и правильно обеспечиваете ее безопасность, то большинство документов все-таки можно хранить в интернете, просто помня о том, что это не сейф, и доступ к нему может оказаться у гораздо большего количества людей, чем, возможно, вам хотелось бы. В последние годы кибератаки стали сложнее и увеличились. Получается, бизнес-компании должны теперь нанимать целый отдел по кибербезопасности? Это замечательный вопрос, потому что ответ на него очень сейчас неожиданно, наверное, прозвучит. Нет, не должны. Дело все в том, что это процесс, который давно начался, но пандемия значительно его подстегнула. На сегодняшний день, конечно, каждая компания должна защищать свои данные, защищать свою инфраструктуру и думать о информационной безопасности. И любой инцидент может обойтись компании значительно дороже, чем создание отдела, занимающегося кибербезопасностью. Но, с другой стороны, на сегодня всем бизнесам доступны сервисы, позволяющие не нанимать отдел, занимающийся кибербезопасностью, а заключить договор с другой компанией, которая будет предоставлять вплоть до поддержки 24/7 и следить за событиями в инфраструктуре этой компании, сообщать о каких-то инцидентах, настроить безопасность в компании. То есть это на сегодня может быть не просто каким-то сотрудником или целым отделом. На сегодня вполне доступна опция того, что это будет просто сервис, сторонняя компания, которая придет в ваш офис, все за вас настроит и посадит в своем офисе аналитика, который будет постоянно следить за безопасностью компании. Поэтому, как я уже сказала, ответ все-таки нет. Нанимать целый отдел совершенно не обязательно.
Но да, думать о интернет-безопасности на сегодня должен абсолютно каждый бизнес. Спасибо. Теперь обратимся к специалистам компании Ростелеком Solar. Здравствуйте. Алексей, расскажите, пожалуйста, подробнее о главных системах защиты, как это работает и насколько безопасно обычному человеку хранить свои данные в интернете. Спасибо за вопрос. На самом деле, каких-то главных систем защиты информации просто не существует, по той простой причине, что системы защиты информации подбираются под конкретные задачи, а именно под модели угроз. То есть, когда мы понимаем, что мы защищаем, от кого защищаем, и где эта информация находится, да, и возможные способы получения к ней доступа. Самым главным, наверное, системой защиты является для обычного пользователя его пароль. И тут надо пароли подбирать максимально сложные, то есть имеющиеся разные символы, либо просто один пароль может быть длиной, там, например, 20 символов. Ну, к примеру, можно взять, например, строчку из стихотворения, да, и тогда он будет надежный, потому что он будет длинным по своей по природе, и простым перебором его будет подобрать достаточно сложно. В компаниях, конечно же, используются другие системы, специализированные по защите информации, которые защищают конфиденциальную информацию для служебного пользования. И тут они разделяются как на внешние, так и на внутренние. Там, ну, опять же, все зависит от контура и от модели угроз. Какие данные можно защищать для пользователя? Ну, наверное, не стоит там выкладывать в интернет данные о своих банковских счетах, сколько на них лежит денег, да. Соответственно, не стоит, наверное, выкладывать в интернет данные о своих там, может быть, ближайших каких-то родственниках, да, и об их положении, там, об их здоровье. То есть все эти данные, ну, являются, там, например, семейной тайной, которую нужно как бы обычному пользователю защищать, и не стоит ее располагать в интернете. Но опять же, многие пользователи этим как бы не волнуются и спокойно в Фейсбуках, ВКонтакте и в различных социальных сетях публикуют полностью всю информацию о себе и ссылками на своих родственников, что в принципе ставит под некую такую небольшую угрозу этих пользователей и их там какого-то благополучия, ну, скорее всего, финансового, да, и попадание этих данных к мошенникам, а мошенники уже найдут, как эти данные использовать. Вот, поэтому максимально старайтесь не выкладывать в интернет все о себе и ставьте на свои сервисы максимально сложные пароли. Особенно надо сильно ставить пароль на почтовый ящик, потому что компрометация доступа к своему почтовому адресу позволяет злоумышленнику получить доступ к вашим всем сервисам, на которые вы регистрировались с помощью этого почтового адреса. Спасибо. Согласно статистике, более 2/3 утечек информации в госсекторе носят умышленный характер. А как повысить безопасность и контроль над сотрудниками? Да, спасибо за интересный вопрос. Ну, это достаточно такая спорная статистика, что 2/3, да, там все зависит от выборки, от того, кто опрашивался и какие случаи были, и, то есть это носит относительный характер. Но так или иначе, нужно использовать различные системы, так скажем, ну, это как у нас в стране контролем называется, да, но я все-таки бы это позиционировал как систему, которая помогающая людям не ошибаться, которые там подсказывают или, например, блокируют отправку какой-то там конфиденциальной информации. Но с чем связана именно умышленные утечки в госсекторе? Ну, не знаю, может быть связано, например, с низкой зарплатой, да, которая не устраивает коллег, но при этом они имеют доступ к данным, к базам данных людей, которые они могут монетизировать путем, например, продажи. Но это, опять же, чисто фантазия. Может быть, она на самом деле не так обстоит все дело. Может быть, действительно стоит там в том, что просто не используются какие-то системы по защите информации, например, как, например, DLP-система, это Data Leak Prevention, ну, как защита от утечек информации. Система, которая контролирует каналы коммуникации на предмет наличия в них служебной информации и не позволяют ее, так скажем, утечь. Также информацию могут получить доступ различные хакерские атаки, которые происходят там на сервера государственные организаций. И они, например, должным образом не настроены, и путем каких-то простых манипуляций хакеры получают доступ к таким данным. Ну или, например, с помощью тех инсайдеров, которые сидят в учреждении и предоставляют какую-то информацию для этих хакеров, которые они смогли провести эту атаку. А может ли ухудшить безопасность приход новой технологии 5G?
Ну, это такой довольно странный вопрос по поводу 5G, как оно может вообще повлиять на безопасность. Но, с моей точки зрения, никак не может повлиять. Как 3G были, как 4G, как 5G. Это просто протокол передачи данных, да, который позволяет за единицу времени передавать больше информации. Вот, то есть, ну, условно говоря, он больше передает информации, чем протокол 4G. Вот, ну, как бы, я имею в виду 5G. И тут, как бы, ну, никак нельзя связать вопрос безопасности и протокол передачи данных. Поэтому тут не стоит беспокоиться. Я думаю, что никак она не повлияет. И вопрос к обоим спикерам. Как развиваются технологии по защите данных в России? Что следует предпринимать для развития данной отрасли? На самом деле России технологии интернет-безопасности находятся абсолютно в тренде тех же самых технологий во всем мире. Сейчас весь мир думает и озабочен тем, чтобы хранить данные своих граждан. Все страны в мире думают о том, чтобы хранить данные своих граждан на собственной территории и вводят для этого, например, специальный закон. Вспомним, например, тот же европейский GDPR, который, ну, скажем, дорого обошелся многим IT-компаниям. Мы, собственно, находимся в тренде и с этой точки зрения, и с точки зрения того, как сами технологии развиваются, какие новые предложения делаются для защиты бизнеса, защиты инфраструктуры, защиты информационных технологий. Пожалуй, для развития информационных технологий, для развития технологий информационной безопасности нужно ничего больше, чем поддерживать компании, которые этим занимаются. Потому что на самом деле мы справляемся с этой задачей, и у нас много идей инновационных, интересных, и вполне в тренде существующих информационных технологий безопасности на этом рынке. Поэтому, в принципе, у нас, скажем так, есть все, чтобы в этой области быть лидерами, быть интересными для других стран с точки зрения того, чтобы интересоваться российскими технологиями защиты информационной безопасности. Технологии по защите данных в России развиваются достаточно лавинообразно, и очень много российских компаний, которые работают в этой области. Единственное, что не хватает, чтобы подтолкнуло к более, так скажем, динамичному развитию там, и более спокойному ведению бизнеса для компаний, которые занимаются системами защиты информации и сервисами, это законодательство. То есть государственное законодательство, которое регулирует те или иные вопросы по защите и работе с конфиденциальной информацией и применении тех или иных средств. Ну, в основном с конфиденциальной информацией занимается Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, а системами криптографической защиты занимается Федеральная служба безопасности. Ну вот, собственно говоря, вот эти органы, которые делают регламентирующие документы и на которые ориентируется весь рынок, в том числе как и госсектор, так и коммерческий. Поэтому чем больше будет проработаны вопросы той или иной защиты информации, тем лучше как бы для всех, для бизнеса, ну и для граждан. И следующий вопрос. Что же делать с атаками на инфраструктуру интернет-вещей? Сейчас же ведь все пользуются гаджетами, умными устройствами. Это вопрос очень правильный и очень остро стоящий на самом деле, поскольку на сегодня защита в устройствах, подключенных к интернету вещей, реализована, ну, скажем так, далеко не всегда. Ярким примером этому является самый старый на сегодня, самый большой ботнет, это сеть из зараженных машин, который называется Mirai, и он состоит из устройств, подключенных к интернету вещей. Дело в том, что защищать интернет вещей очень сложно. Написав условный антивирус для умных камер видеонаблюдения, мы не сможем защитить их все, поскольку они все используют разные операционные системы, разные протоколы, разное железо, в конце концов. И мощность этих устройств далеко не всегда достаточно, чтобы, в принципе, добавить туда какую-то дополнительную программу, тем более, если
она такая комплексная, как защитное решение. И давно уже идут разговоры о том, что в этой области требуется стандартизация, требуется некий единый стандарт безопасности, который позволит говорить о том, что интернет вещей максимально защищен, или, по крайней мере, позволит сделать так, чтобы защищенность его как-то повысилась. Но на сегодня такие стандарты внедрены далеко не везде. Как пример, естественно, производители сенсоров, которые задействованы в телемедицине, очень стараются сделать эти стандарты и следить за безопасностью своих устройств, потому что понятно, что данные, передающиеся этими устройствами, крайне чувствительны. Но это один из немногих примеров, где серьезно ведется работа в этом направлении. Чаще всего компании, которые занимаются созданием умных вещей, они не являются специалистами в области безопасности. Они здорово делают холодильники, стиральные машинки, но что делать с информационной безопасностью их прибора, который внезапно подключился к интернету, для них не всегда понятно. И мы со своей стороны только можем сказать, что уже не первый год идут разговоры о том, что производители таких умных вещей, будь то холодильники, утюги, лампочки, неважно, должны больше сотрудничать с вендорами в области безопасности, должны использовать какие-то стандарты безопасности и, возможно, переходить на более безопасные операционные системы. Естественно, продолжением интернета, конечно, стал интернет вещей и также различные схемы и атаки на эти устройства. Что делать? Ну, конечно, разрабатывать более продуманные протоколы, более продуманные системы защиты для таких устройств. Для обычного пользователя, конечно, рекомендуется, если у него есть сетка Wi-Fi, есть такие устройства, там, например, там, робопылесос, да, то не включать их в одну локальную сеть с компьютером. Потому что через такие устройства обычно хакер получает доступ к компьютерам и к той информации, которая лежит на компьютере. Ну, например, вот что может представлять ценность для хакеров, это цифровые финансовые активы. То есть, если у человека есть такие как бы монетки, да, криптовалюты, которые он хранит на компьютере и как-то взаимодействует с ними, то достаточно часто встречаются атаки, когда через какое-то устройство Wi-Fi, IoT, подключенное к сети, хакер получает доступ к компьютеру и может на этом компьютере установить любое там шпионское ПО и дальше получить все необходимые данные для взлома. Поэтому внимательно относитесь к таким устройствам и не подключайте свой рабочий компьютер в единую локальную сеть с такими устройствами. Спасибо. Алексей, Мария, всего доброго. Спасибо большое за ваши вопросы. До свидания. До свидания. Всего доброго. Технологии, обеспечивающие информационную безопасность, развиваются так же активно, как и вселенная Digital. Новые решения и активная борьба с хакерскими атаками помогают делать интернет-пространство более безопасным. Однако пользователям всемирной паутины все равно стоит быть начеку и не относиться к информации легкомысленно. Долгое время для защиты от хакерских атак компаниям достаточно было штатных айтишников. Однако число кибератак растет, у хакеров появляются все новые хитроумные схемы. Противостоять киберугрозам становится все сложнее. Поэтому на рынке труда спрос на грамотных специалистов по информационной безопасности растет с каждым годом. Профессия перспективная, хорошо оплачиваемая, и многие абитуриенты стремятся ее освоить. Узнаем, как стать специалистом по информационной безопасности у заведующего кафедрой информационной безопасности МГТУ имени Баумана Михаила Алексеевича Бессараба и у проректора по цифровому развитию Северо-Восточного федерального университета Петра Петровича Иванова. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Алексеевич, первый вопрос вам. Насколько сейчас востребованы специалисты по информационной безопасности на рынке труда? Это касается как общих вопросов безопасности государства, обороны, так предприятий, банков, так и каждого из нас,
поскольку современный человек обладает компьютером, активно пользуется мобильными телефонами, через которые он использует услуги интернет-банка, где приходится сталкиваться с такими вопросами, как биометрия, паролей, идентификация и так далее. Специалистов в области информационной безопасности не хватает. Это общая тенденция для IT-сферы. Несмотря на то, что в последние годы выпуск специалистов намного увеличен, но по-прежнему спрос очень велик. Мы это чувствуем как по работодателям, которые постоянно обращаются к нам с просьбой прорекламировать студентов своей организации, так и снизу. По конкурсу, который проводится у нас по ЕГЭ, и баллы, которые необходимы для поступления на нашу специальность, одни из самых высоких в нашем. Ну, я скажу, что и в Москве. Что касается нашей кафедры на безопасность, ей уже больше 20 лет. Она выпускает специалистов. Это компьютерная безопасность и информационная безопасность автоматизированных систем. Обучение идет 6 лет. Также мы имеем двухгодичную магистратуру и аспирантуру. Петр Петрович, а как обстоят дела в СВФУ и как же успевать обновлять программу обучения студентов, если кибератаки видоизменяются так быстро? Сегодня Северо-Восточный федеральный университет реализует программы подготовки по информационной безопасности на уровне среднего профессионального образования. Также мы реализуем программы переподготовки в этой области. И здесь особенность именно программ по информационной безопасности такая, что нам нужно постоянно следить за развитием данной области, так как технологии кибератак, можно сказать, не ежедневно, а ежесекундно развиваются. И мы здесь стараемся ориентироваться на запросы работодателей, так как они как раз таки подвергаются таким инцидентам, да? Поэтому они лучше нам предоставляют учебные кейсы. Кроме того, сегодня интенсивно вносятся поправки в федеральное законодательство, в частности 152 можно назвать, 407, 493, и в соответствии с требованиями нам приходится внести коррективы в учебные планы. Вопрос к обоим спикерам. Что самое сложное в обучении специалиста по информационной безопасности? Спасибо за вопрос. На него можно отвечать, конечно, очень долго. Но я уже сказал, что у нас есть несколько ступеней подготовки. Если речь идет о базовой специалисте, то, конечно, здесь очень много времени уходит на базовую подготовку, которая требует освоения математики, необходимое при изучении фотографий, других разделов информационной безопасности, физики, в частности электродинамика, основы механики, а также квантового компьютинга. Разумеется, это трудоемкая задача. Здесь мы очень зависим от качества выпускников школы, и приходится очень много усилий
вкладывать вот именно в такую вот базу, чтобы готовить специалистов. Но что касается второго направления подготовки, это магистратура, 2 года. Вот как Петр Петрович сказал, что задача ускоренной подготовки очень необходима, и отчасти справиться с помощью магистратуры, то здесь подчеркнуть, что в магистратуру мы принимаем бакалавров, закончивших различные специальности по всей стране, в Киеве и стран СНГ. Но подготовка здесь, конечно же, сильно отличается от той, которая давалась Павловна. Плюс к нам могут поступать с профильным образованием. И действительно за 2 года подготовить специалиста – это нелегкая задача. Однако по отзывам работодателей, а также наших выпускников, в целом мы пока с этой задачей справляемся. Ага. Петр Петрович, что самое сложное в подготовке такого специалиста? Ну, самое сложное, как отметил Михаил, это очень высокие требования именно специалистам по информационной безопасности и защите информации. И как отметил Михаил, в магистратуру могут приняты только бакалавры данного направления. Михаил Алексеевич, сейчас в Якутии стремительно развивается сфера IT. Сотрудничает ли Бауманский институт с якутскими коллегами? Спасибо, Ирина. Да, конечно. Мы сотрудничаем со многими вузами, регионами, организациями, как в нашей стране, СНГ и зарубежными университетами. В частности, в декабре в вашей республике Саха-Якутия Айсен Николаев приезжал в ТУ в рамках соглашения о сотрудничестве по созданию научно-образовательного центра «Север». Это в рамках исследования Арктики. Но мы бы хотели продолжить сотрудничество и в других направлениях, в частности, информационных технологий в целом и конкретно в области информационной безопасности. Мы были бы рады и приехать к вам, и встретить ваших специалистов для того, чтобы обсудить возможные темы для дальнейшего сотрудничества. Спасибо большое. И у меня опять общий вопрос. Нужно ли каждому человеку обладать знаниями по кибербезопасности? То есть можно ли разобраться в азах самостоятельно? Петр Петрович. Да, это сегодня как бы требование времени, и геополитическая ситуация у нас сегодня такая, можно сказать, мягко сказать, немного накаленная. Истории с Твиттером, наверное, тоже все услышаны. И в последнее время очень развиты фишинговые атаки не только на электронную почту, а именно на устройство самих пользователей. Да? Поэтому я здесь бы посоветовал использовать специальные приложения, например, класса Hucalls, распознавание, кто вам звонит. Также, если у вас платформа Android, то антивирусные программы. Я полностью соглашусь с коллегой. Хочу еще сказать, что есть такое выражение, как интернет хранит все, поэтому нужно быть очень осторожным, особенно из-за того, что сейчас очень много удобных для нас гаджетов, приложений, и мы забываем иногда о правилах элементарной, как сейчас говорят, цифровой гигиены. Нетрудно научить любого пользователя том, как правильно набрать пароль, как решить проблемы, связанные с аутентификацией в каких-то банковских мобильных системах.
Но я подчеркну, что специалистом самостоятельно стать, конечно же, невозможно. То есть для этого действительно нужна фундаментальная подготовка, то есть нужно высшее образование. И могу только здесь приветствовать желание молодых людей выбрать данное направление. Спасибо, уважаемые спикеры, что согласились уделить время ответить на наши вопросы. Приятно было видеть такое единодушие среди представителей разных вузов. Спасибо за интересные вопросы. Всего доброго, до свидания. Рад был пообщаться. Всего доброго. Как гласит старая пословица, кадры решают все. Наши вузы выпускают талантливых ребят с необходимыми навыками, которые в будущем обеспечат безопасность российских интернет-пользователей. Технологии цифровизации активно внедряются в России на протяжении последних лет. Значительное внимание развитию информационно-коммуникационных технологий уделяется и в Якутии. Наша республика может по праву гордиться IT-специалистами. Различные стартапы и проекты, целый инновационный технопарк и крупное сообщество талантливых айтишников. Чтобы подробнее узнать, как специалисты по кибербезопасности работают в Якутии и какие советы они смогут дать обычным гражданам, мы решили связаться с генеральным директором ООО «Аватек», экспертом по кибербезопасности Антоном Ломакиным. Добрый день, Антон. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, насколько реальна опасность утечки информации для обычного человека? 11 лет назад, когда я только начинал заниматься кибербезопасностью, меня называли продавцом воздуха. Никто особо не воспринимал риски, связанные с утечкой информации, репутационные риски и остановки IT-инфраструктуры. Тогда атака хакеров стоила примерно 5-10 тысяч долларов. Примерно с 2017 года ситуация изменилась. Стоимость атаки злоумышленника стала равна 100 долларов. И это сильно изменило мир кибербезопасности. Плюс появилось достаточное количество готовых инструментов в Даркнете. Во всем мире настал тренд цифровизации, в том числе сервисов предоставления государственных услуг. И на сегодняшний день очень реальна опасность утечки информации, потери денежных средств. По данным МВД республики, насколько мне известно, идет рост увеличения преступлений, связанных с информационными технологиями. А для чего в основном совершаются кибератаки? Злоумышленники очень часто говорят о том, что они совершаются в каких-то популистских целях, но на самом деле следует относиться либо завладением информацией, которую можно продать, либо завладением денежными средствами. А действительно... Если мы говорим про Да, физических лиц, если мы говорим в части государств, то это связано с политическими войнами в рамках влияния на экономику страны. Ну, то есть разного уровня, наверное, разного уровня и Да, на текущий момент у нас крупные страны имеют подразделения по кибербезопасности, в том числе имеют подразделения, которые участвуют в войнах, кибервойнах, то есть производят атаки на финансовые биржи, на промышленные предприятия, на инфраструктуру какой-то страны. Но в данном случае все помнят случаи с Ираном и их ядерной программой, когда США атаковали их установки центрифуги и остановили обработку обогащения урана. А действительно ли создать вирус, который навредит компьютерной безопасности какой-нибудь организации или даже государству, теперь может каждый создать? Или не так все просто? В части государства, конечно, все-таки сложнее, но достаточно пройти пару курсов по программированию или порыться в Даркнете, и можно начать взламывать соседский роутер. Так что сейчас, в ближайшие 3-4 года, будет очень большой рост преступлений, совершенных с использованием информационных технологий. Да, а вот обычные люди, какими базовыми принципами должен руководствоваться обычный человек? То есть что нужно делать, чтобы обезопасить себя,
себя в интернете, свои пароли, свои аккаунты, свой Wi-Fi домашний? Мы стараемся взаимодействовать с Министерством образования и пытаемся ввести обязательный урок, как ПЖ в свое время, так называемая цифровая гигиена. Правил там много, но базовые — это не передавать никому устройство свое, в данном случае мобильный телефон в разблокированном виде. Раньше это было всего лишь устройство для звонков, телефон. Сейчас в мобильном телефоне вся наша жизнь с фотографиями, с банками, с личными приложениями, содержащие персональные данные или данные, которые не должны быть разглашены. Использовать сложные пароли, используя не просто цифры, буквы, а используя фразы, кодовые фразы, поменяв раскладку, регулярно их менять, не передавать информацию о своем передвижении в соцсетях, публикации, где вы и когда сейчас. Можно это делать с некой задержкой в сутки или вдвое, чтобы злоумышленники не смогли этим воспользоваться. Не добавлять, друзья, в социальных сетях незнакомых людей, следить за тратами в интернете ваших детей. Но сейчас очень довольно просто создать карточку для ребенка, привязать ее и посмотреть, на что тратит ребенок деньги. Антон, ну мы с вами живем в цифровом регионе, якутское IT у нас известно, а как тогда дела обстоят с хакерами? У нас их тоже больше, чем во всей России, чем в других субъектах? Ну, мы их называем этичными хакерами. Это специалисты по кибербезопасности. Конкретно, если мы будем говорить о республике, то потенциал есть. Примерно с 2010 года у нас есть, конечно, не такая большая группа людей, но она есть с 2010 года, которая занимается кибербезопасностью. Это 3 частные компании. Они накопили большой опыт в сфере кибербезопасности. Мы, например, компания Аватек, проводим ежегодно совместно с СФУ тематические мероприятия по этичному хакингу, на котором рассказываем о том, как противостоять злоумышленникам с практическими тренировками и говорим о последствиях для этих людей в случае, если они нарушат закон. Примерно ежегодно у нас собирается от 40 до 60 участников, то есть для Якутии это достаточно большое количество. И если говорить в целом о республике, то, например, Айсен Сергеевич тоже считает, что информационная безопасность очень важна для нашей республики и даже рекомендовал IT-парку 2 года назад открыть киберполигон подготовки специалистов по кибербезопасности. Но там требуются немалые финансовые вложения в районе 60 миллионов рублей, поэтому пока этот проект не реализован. Если бы он был реализован, этот центр позволил бы подготавливать до 1000 специалистов в год высокого уровня выше России. Мы бы могли поставлять специалистов на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Это бы снизило, во-первых, количество киберпреступлений в России, в Якутии в частности. Ну и Якутия стала бы меккой специалистов кибербезопасности. Это, конечно, нашей компании мечта такая — создать Якутию меккой специалистов кибербезопасности. То есть Якутия может стать самым безопасным в интернете местом? Но она станет поставщиком людей, которые будут делать мир безопасным. Ну здорово, желаю вам удачи, спасибо большое. Развитие цифровых технологий в России и в других странах невозможно без обеспечения информационной безопасности. Интернет играет и будет играть важнейшую роль в жизни миллиардов пользователей. Все больше людей, компаний и даже государств будут доверять сети свои секреты. Современные разработки IT-специалистов позволяют нам чувствовать себя в интернете спокойнее. Однако безопасность данных возможна только в том случае, если рядовой пользователь будет внимателен и аккуратен. С вами была программа «Якутия Лайф. Эксперты о главном» и я ее ведущая Ирина Ефимова. До встречи в эфире.